Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. Сегодня свое послание Государственному собранию озвучил глава Якутии Айсен Николаев. Также произошли кадровые перестановки в правительстве региона. В столице республики стартовал турнир по боксу, посвященный 75-летию Бориса Неустроева. Финалы пройдут уже в эту субботу. Сегодня в Вилюйском улусе прошла ежегодная благотворительная акция «Елка добра». Принять участие мог любой желающий. Из года испытаний переходим в год развития. 2022 в республике пройдет под эгидой поддержки материнства. Сегодня свое послание Государственному собранию озвучил глава Якутии Айсен Николаев. Он акцентировал внимание на самых важных аспектах жизни человека и обозначил курс дальнейших действий по созданию комфортной и перспективной среды для якутян. Подробности в сюжете Мадины Халиковой. 2021 год поистине принес множество испытаний для Якутии. Самое жаркое и засушливое лето, отчего небывалые лесные пожары. Повлияло аномальный климат и на сельхозотрасль. Год выдался менее урожайным, а корма пришлось закупать из соседних регионов. К тому же пандемия, которая ударила по всему миру. Но якутские врачи и все население сплотились в борьбе с коронавирусом, и в год здоровья не допустили серьезных последствий. Уже сегодня в Якутии привито более 70% граждан, а количество заболевших ежедневно снижается. Айсен Сергеевич многое сказал о том, что приоритетно это самое главное человеку. Самая главная целая задача поставлена в этом послании, чтобы было улучшение качества жизни наших граждан Республики Саха-Якутия. И 2021 год был объявлен годом здоровья, поэтому действительно год очень сложный был, уходящий. Несмотря на все сложности, Якутия достойно справилась со всеми испытаниями. Бизнесу оказали весомую поддержку даже в условиях ограничений. А также по итогам 2021-го ожидаются рекордные объемы добычи газа и золота. В общем, промышленный рост превысит допандемийные показатели на 12,5%. Мы увидели, с какими экономическими и промышленными, производственными показателями приходит республика к столетию. И, конечно же, мы должны... Наш глава поставил задачу, чтобы мы могли уже ответить на все вызовы, которые в современном глобальном мире идут вызовы. И наша республика, наше население должно на это ответить. И следующий год будет действительно годом развития. Принят во втором чтении госбюджет республики. Рекордный в своем роде. Доходная часть увеличена на более чем 32 миллиарда рублей. Почти половину расходов направят на социальную сферу. Кратно увеличили финансирование на борьбу с лесными пожарами благодаря поддержке федерального центра. Колоссальные средства выделили и на поддержку сельского хозяйства. В 2022 году финансирование сельского хозяйства достигнет рекордного уровня – 12,5 миллиардов рублей. Будут введены новые субсидии на заготовку мяса, овощей, картофеля и зерновых. Субсидии на поголовье коров в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйств арктических и промышленных районов повысятся до 45 тысяч рублей на голову, а на поголовье кобыл с 1,5 до 3 тысяч рублей на голову. И эти средства, конечно же, пойдут напрямую аграриям и пополнят их доходы. Столицу Якутии тоже ждут глобальные изменения. Уже начинают разработку мастер-плана города. В 2022-м приведут в порядок и дворовые территории по дальневосточной программе «1000 дворов». Более 30 километров дорог комплексно отремонтируют. А также создадут квартал труда, кластер, где смогут трудоустроить порядка 1200 якутян. Креативных, молодых, перспективных. Курс развития Якутии подтверждает и показывает о том, что мы должны еще сильнее сплотиться и направить все свои действия в том, чтобы в действительности якутянин сегодня почувствовал новый образ жизни и новую культуру жизни. Большое внимание глава в своем послании уделил транспортной инфраструктуре. Так, ежегодно в Якутии ремонтируют более 500 километров дорог. На следующий планку снижать не собираются. Кроме того, начинают работы по мостовому переходу через Вилюй, первому, самому крупному объекту через эту реку из 4 планируемых. Также стартует основной этап строительства Ленского моста, главной связующей артерии, проекта, который необходим всей России, а не только Якутии. Не обошли вниманием и авиаперевозки, и состояние взлетно-посадочных полос. Из 16 аэропортов, которые реализовываются в комплексном плане магистральной инфраструктуры, сегодня 2 уже отреконструированы, и продолжится работа на 11 аэропортах, и, соответственно, вновь начинаем еще 2, это Полярный и Уснер. Уверен, что все планы, поставленные сегодня главой, мы реализуем в следующем году.
2022 в республике глава Айсен Николаев объявил годом матери. Он пройдет под эгидой поддержки материнства. Так, семьи, где воспитывают 5 и более детей, освободят от налога на имущество физлиц. А на каждого родившегося ребенка в 2022 году будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Очень волнительно, очень рада, что такое внимание именно материнству, женщине и именно статусу матери, вот именно такое вот от Ильдархана Айсена Сергеевича такое внимание. Очень, очень рада. Слушатели отметили большую социальную направленность послания главы. В следующем году всем ветвям власти предстоит выполнить поручение Айсена Николаева, чтобы сделать жизнь каждого жителя республики лучше, как в городах, так и маленьких населенных пунктах. Мадина Халикова, Григорий Николаев, Якутск. Между тем, руководителем администрации главы и правительства республики назначили Георгия Михайлова. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил руководитель региона Айсен Николаев. Ранее должность руководителя администрации главы и правительства Якутии занимал Афанасий Владимиров. Кроме того, новым министром образования и науки республики назначена Ирина Любимова. Ранее она была заместителем главы ведомства, начала исполнять обязанности министра после отставки Михаила Сивцева с 13 октября. Исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики назначили Евгения Перфильева. Лена Афанасьева, исполняющая обязанности министра здравоохранения региона с 20 октября, сегодня избавилась от приставки ИО и назначена министром. В сложный пожароопасный сезон автономная некоммерческая организация «Дирекция социально значимых и конгрессных мероприятий республики» одной из первых организовала волонтерское движение. А на днях они стали посредниками благотворительной помощи от наших соотечественников и выходцев из Якутии, проживающих в самом северном штате США, на Аляске. Анастасия Божедонова, организатор землячества якутской диаспоры, сама лично перезванивалась с жителями пострадавшего от лесного пожара села Бескёль, благодаря чему нуждающимся жителям была оказана адресная помощь бытовой техникой, мебелью и одеждой для многодетных семей. Что на земле есть такие добрые, инициативные люди, как Анастасия Николаевна Божедонова. Она со всей душой за выручение наших людей, которые попали в беду, взялась. Вот, конечно, ей большое спасибо. Ну, мы, если честно, не ожидали даже, и умом даже не думали, что все такое произойдет. А так, в этой беде нам помогали всей республики. Мы очень рады и благодарны им за эту помощь. И, конечно, нашему президенту Айсену Николаевичу большое спасибо, что он нас не оставил в беде. Созвонившись и согласовав все свои действия с администрацией Наслега Тамайский, с администрацией поселка Бескёль, с Романом Коновичем, мы созвонились, нам дали координаты, мы созвонились со всеми жителями, которым необходима была помощь, собрали от них заявки, приобрели необходимые вещи. Автобаза главы республики предоставила нам автотранспорт для доставки жителям села Бескёль всей вот этой вот бытовой техники, мебели и других необходимых в быту вещей. Сегодня в Амгу с рабочим визитом прибыла группа компании «Генерация» по вопросу газификации села. Представители компании внесли свои предложения по автономной газификации котельных Наслега с сжиженным природным газом. В дальнейшем компания планирует подключить и частный сектор. В рамках рабочего визита стороны обсудили детали проекта, а также посмотрели котельные и предполагаемое место хранения и транспортировки газа. Что такое автономная газификация? Это строительство комплекса по хранению и регазификации, это строительство локальной газовой сети в селе, это перевод всех котельных, угольных, всех 12 котельных на газ. Как это работает? Автотранспортом из завода по производству СПГ будет возиться сжиженный природный газ с Нижнего Бестяха сюда. Здесь он будет храниться, регазифицироваться и по трубам подаваться в котельные. В столице республики стартовал турнир по боксу, посвященный 75-летию Бориса Неустроева «Мандар УЗ».
Прославленный народный мастер во время службы в рядах советской армии 2 раза становился чемпионом по боксу Тихоокеанского флота СССР. Турнир планировали провести еще в прошлом году в Боягинском наследии Татинского района на родине Бориса Федоровича. Но в связи с ковидными ограничениями соревнований провели только через год в Якутске. В турнире принимают участие 48 спортсменов из 10 районов Якутии. Финальные схватки пройдут уже в эту субботу. Сразу видно, что у спортсменов есть огромное желание боксировать. Скорее всего, это послужило тем, что как длительная задержка, как я уже ранее говорил, это и послужило таким стремлением. Очень отрадно видеть, что спортсмены все готовые очень. И рад видеть такой вот результат подготовки их тренировок, результат их тренировок. Свой юбилей отмечает первый председатель Конституционного суда республики Дмитрий Николаевич Миронов. Дмитрий Миронов – один из тех, кто непосредственно принимал участие в разработке декларации на государственном суверенитете республики, федеративного договора, Конституции республики и Российской Федерации. 22 года Дмитрий Миронов возглавлял Конституционный суд Якутии и завоевал огромный авторитет среди своих коллег из других регионов страны. Чествование заслуженного юриста России прошло в зале Республики Дома правительства, где его поздравили первые лица правительства и коллеги. Только благодаря его уму, таланту, профессионализму, его высокому уровню вот этой юридической дипломатии мы сегодня имеем устойчивую основу конституционную нашей республики. Это мой педагог, это мой руководитель научной работы, это человек, который однажды на первом курсе сказал, что у вас все получится. Сегодня в Вилюйском Улусе прошла ежегодная благотворительная акция «Елка добра». Изначально проект задумывался в помощь только детям-сиротам, но потом распространился на детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, и находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году акция охватила более 200 детей по всему району. Сегодня в Вилюйском Улусе стартовала благотворительная акция «Елка добра», которая проводится по всей нашей стране. Мы очень благодарны всем нашим организациям, общественникам, которые с радостью согласились подарить добро, подарить сказку нашим семьям, нашим детишкам. Подарки будут вручены по всему Улусу многодетным и малоимущим семьям. К этому часу пока все. Оставайтесь на нашем канале.